УШУ включено в программу юношеских Олимпийских игр 2022 года в Дакаре. У татарстанских мастеров есть все шансы войти в состав сборной России. Чтобы отобрать лучших, сегодня в центре бокса прошел чемпионат республики, победители которого отправятся на чемпионат ПФО. Почему татарстанские спортсмены считаются одними из самых сильных в УШУ, выяснял Ленар Гинатуллин. Казанские ушуисты самые титулованные в республике. Здесь чемпионы России, Европы и мира. Для них все соревнования важны, и даже этот чемпионат Татарстана. 2 минуты до выступления, а ребята продолжают репетировать. Тяжело поставить каждого человека на свое место, чтобы он знал, как делать, за кем повторять. Надо нам под музыку попадать, под ритм. В Казань съехались 130 спортсменов со всей республики. Участники от 4 до 57 выходят на ковер с групповыми и одиночными выступлениями. Роберт Мухуддинов выступает в направлении ушу-таолу. Обязательный атрибут – стальной меч. За 5 лет в этом спорте успел подружиться с холодным оружием. Иногда резал сюда. Да, прям сильно резался? Ну, так, у меня тут царапина есть одна небольшая. Я ее получил, не знаю, в том году вроде. Более изящные выступления у девушек. Здесь главная грация и эстетика движений. Камила Имангулова, кандидат мастера спорта, поделилась секретом успеха. Концентрируюсь, успокаиваюсь. Делаю определенные упражнения, которые меня успокаивают. Нужно настраиваться на выступление, тогда все получится. Эти соревнования – отборочный этап на чемпионат Приволжского федерального округа. Все участники, которые сегодня поднимутся на пьедестал почета, будут защищать честь республики 4 февраля в Перми. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.